Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Помочь людям с ограниченными возможностями. Эта тема сегодня стала главной на очередном заседании правительства. На поддержку инвалидов республиканские власти намерены выделить дополнительные средства. Подробности в материале Ангелы Кубаловой. Поддержка начинающих предпринимателей. В Северной Осетии завершился конкурс на получение грантов. Государственные субсидии молодые бизнесмены потратят на реализацию своих проектов. Лучшие борцы России, Европы и стран СНГ собрались во дворце спорта «Манеж». Здесь стартовал всероссийский турнир по вольной борьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева. За звание лучших борются около 250 спортсменов. Эти и другие темы. Далее подробно. Около 10% жителей Северной Осетии – люди с ограниченными возможностями. Особая группа граждан ежедневно сталкивается с проблемами в получении образования, трудоустройства и пользования различными видами услуг. Эти вопросы сегодня обсудили на очередном заседании правительства. У этих людей надо учиться и силе духа, и их мужеству. Трудоспособными инвалидами признали около 4000 человек. Из них только половина стоит на учете в Центре занятости. Общий уровень трудоустройства растет, но лишь в масштабах страны. Что касается Северной Осетии, то местные предприятия отказываются должным образом сотрудничать с комитетом. На прошлом заседании правительства было принято постановление, где мы рассматривали положение. И в положении не написано, что служба занятости именно с правоохранительными органами будет проверять это. Но мы для себя определили, и в положении это написано, что мы будем совместно договоренность есть предварительно, и совместно с органами прокуратуры будем проверять тех работодателей, ну и вообще всех работодателей, движение кадров на каждом предприятии, кто не представляет сведений в службу занятости. Также обсудили проблемы развития адаптивного спорта. Школы «Стимул», которая для особенных людей, недостаточно. Председатель правительства Сергей Такоев подчеркнул, что необходимо сделать доступными для инвалидов все спортивные залы и школы. На эти цели из бюджета республики выделят дополнительные средства. Еще 12 миллионов рублей нужно для того, чтобы приобрести людям с ограниченными возможностями, например, инвалидную коляску или слуховой аппарат. В ближайшее время чиновники намерены решить все проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются инвалиды. Ангела Кубалова, Фатима Макиева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Министерство туризма, предпринимательства и инновационной политики Северной Осетии проводит конкурс на получение поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году процедура получения грантов максимально упрощена. Показателем прозрачности и честности конкурса свидетельствовала онлайн-трансляция защиты проектов. Отборочный этап завершен. По итогам презентации независимые эксперты выставили баллы по 5 критериям. Результаты станут известны в ближайшее время. Самые актуальные проекты получат субсидии. Размер выплат составляет 300 тысяч рублей. На получение грантов было принято более 400 заявок. Из них большая часть получат государственную поддержку. По сравнению с ранее проводимыми комиссиями в прошлом году, в позапрошлом и так далее, сейчас гораздо более открытый и прозрачный процесс. Сведены к минимуму возможные какие-то возможность влияния или оказания какого-то воздействия на членов комиссии, да, и на принятие решения, поскольку все представители организаций, которые входят в состав комиссии, они, скажем так, независимые, да, то есть чиновников практически нет, это представители средств массовой информации, это представители бизнеса, представители общественных организаций. Врачебная амбулатория в селении Катгарон вновь сможет принять пациентов. Весь предыдущий год учреждение было на ремонте. Здесь полностью заменили старое оборудование и мебель. В штате появился врач-педиатр, а одну комнату обустроили специально для маленьких детей. Теперь в поликлинике есть прививочные и физиотерапевтические кабинеты. Увеличилось и число коек для больных. Амбулатория способна принять на дневной стационар 10 человек. Делается назначение доктором, терапевт или доктор, узкий специалист. И вот с этим назначением больной приходит к нам, они ложатся в Ордонскую больницу, в смысле терапевтическое отделение, минуя терапевтическое отделение, мы вот капаем больного здесь.
Осмотреть обновленную поликлинику приехал заместитель председателя правительства Северной Осетии Рустем Келихсаев. Он отметил, что растет не только качество медицины, увеличивается и число амбулаторий. Открылись новые поликлиники. Они отремонтированы, они оснащены современным техническим оборудованием. В них работают специалисты. И это дает основанием верить в то и надеяться на то, что сегодня услуги, оказываемые именно на уровне поликлиники, они будут квалифицированы, и мы с ними сможем снять некую напряженность именно вот в этом направлении. Это очень хорошо, и мне бы хотелось, что и другие районы нашей республики последовали этому примеру. Всего в Ордонском районе отремонтировали 3 поликлиники. Теперь селения Катгарон, Кирова и Нарт могут предоставлять жителям медицинские услуги самостоятельно. Тамила Хамицаева, Яна Гагиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Во Владикавказе галоконцертом завершился 3-й межрегиональный радиофестиваль «Голос Кавказа». Эстрадные исполнители и творческие коллективы со всего юга России выступили на сцене театра оперы и балета. «Голос Кавказа» был учрежден 3 года назад Министерством территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций Чеченской Республики. Первый радиофестиваль прошел в Грозном, второй в Ростове-на-Дону. В этом году жребий выпал на Владикавказ. Более 25 радиокомпаний из республик ЮФО и СКФО приняли участие в конкурсе. Основной темой фестиваля стали межнациональные и межконфессиональные отношения. В этом году на рассмотрение экспертного совета представили более 60 работ. Отбор лучших проходил в 2 номинациях – тематическая программа и ежедневный информационный выпуск. В состав конкурсного жюри вошли ведущие журналисты со всех республик-участниц. Работы оценивали с учетом специфики регионального вещания. Главные критерии – профессионализм, оперативность и техническое оформление. Мы же все болеем на болезнь провинциалов, да, мы все время себя сравниваем, а вот как в столице. Вот, но уровень многих работ не хуже. Это приятно радует. Вот что самое главное. В этом году в номинации «Тематическая программа» победу одержал Руслан Загаев из ЧГТРК «Грозный». Лучшим информационным выпуском признали передачу Константина Курганского на Первом радио «Город Краснодар». Специальный приз с собой везла Анна Лохвицкая, специалист радиостанции КЧР-ФМ. Мадина Сханова от Самас Шивших, Осетия ТВ. Лучшие борцы России, Армении, Беларуси, Украины, США, Абхазии и Южной Осетии собрались во дворце спорта «Манеж». Здесь стартовал всероссийский турнир по вольной борьбе на призы 2-кратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева. За звание лучших в разных весовых категориях борются около 250 спортсменов. Наставники остинских вольников уверены, что львиная доля наград будет у наших ребят. Родные стены обязывают на результативные схватки. Этот турнир очень важен. Наверное, это самый такой значимый турнир в республике. Многие к этому турниру готовятся годы. Это очень важно. «Сильнее меня только мой отец», — говорил известный борец Иван Поддубный. Сильнее Андиева, кажется, не было никого. При росте 198 сантиметров и весе 112 килограммов спортсмен имел абсолютно все шансы стать борцом мирового класса. Уже в 17 лет он выиграл первенство страны. В 22 Сослан Андиев – чемпион мира среди юношей. Для многих поколений борцов турнир имени Сослана Андиева служит стартовой площадкой. Благодаря этим соревнованиям на высшую ступень пьедестала не раз шагнули Артур Таймазов, Хаджимурат Гацалов, Бесик Кудухов. Этот список можно продолжать. Нынешний, уже 36-й турнир на призы легендарного спортсмена не должен стать исключением. Чемпионат мира по вольной борьбе этого года в Ташкенте показал, что многие из тех ребят, которые прошли школу наших турниров, этого турнира, они достойно выступили и стали чемпионами мира. И то есть мы так дальше рассчитываем, потому что это был большой успех. Рассчитываем, что и сегодня мы опять найдем новые таланты. Жители и гости североостинской столицы на 2 дня станут свидетелями красивого праздника вольной борьбы. Турнир обещает быть одним из самых сильных по составу участников за последние годы. Земфира Лулаева, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Thank you.